Таджики оказались во всех СМИ, к сожалению, в криминальных сводках. Какие скандалы произошли с нашими соотечественниками? Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Главное следственное управление Следственного комитета по Москве расследует уголовное дело по факту хулиганства, совершенного с применением насилия организованной группой в отношении молодых людей. Об этом сообщается в телеграм-канале управления. В рамках следствия задержаны граждане Таджикистана. По предварительным данным, задержанные в период с 2022 по 2023 год в составе организованной преступной группы беспричинно наносили удары руками и ногами молодым людям. При этом свои действия они снимали на видео и выкладывали ролики в социальные сети. В ходе расследования выяснилось, что группа сформирована из уроженцев Таджикистана, часть из которых находится в России в нарушении миграционного законодательства. В настоящее время задержаны 5 фигурантов 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения, а также организатор этой группировки, говорится в сообщении. Всем обвиняемым предъявлены обвинения по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 4 эпизода Уголовного кодекса Российской Федерации. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия гражданам организованной группой. Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечено в сообщении. По указанной статье предусматривается наказание штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 7 лет. Как вы относитесь к такой ситуации, что наши соотечественники основали такую группу и таким занимались? Как вы думаете, что могло их на это сподвигнуть? А в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Варзобского района погибли 2 человека. Об этом сообщили в пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям Республики. Происшествие произошло 6 апреля днем на 65-м километре автодороги Душанбе-Варзоб. Легковой автомобиль марки «Опель Зафира» под управлением 36-летнего жителя Бабаджон Кафуровского района Сагдийской области при передвижении из Худжанта в сторону Душанбе по неизвестным причинам съехал в 600-метровый овраг, отметили в КЧС. В результате аварии 2 пассажира от полученных травм скончались на месте, а водитель и еще 1 пассажир получили серьезные травмы и были доставлены в районную больницу. Учитывая погодные условия, КЧС призывает водителей во избежание несчастных случаев соблюдать скоростной режим, особенно на горных районах. По данным синоптиков Таджикистана, в ближайшие сутки в связи с продолжением выпадения атмосферных осадков различной интенсивности в предгорных и горных районах республиканского подчинения Хатлонской, Сагдийской областей и запада Гбао сохранится сход селевых явлений. Как вы относитесь к таким погодным условиям? Какая погода в вашем регионе и попадали ли вы в неприятные ситуации из-за всего этого? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.